Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. В штатном режиме в Министерстве здравоохранения состоялось первое в 2022 году заседание оперативного штаба по защите населения от коронавируса, на котором была обсуждена эпидситуация в стране. В нарушение закона о СМИ съемочная группа абхазского телевидения не была допущена на открытое для СМИ заседание парламентского комитета по бюджету. Молодым историкам Илоне Агарбай и Жамбулу Инжге присвоена научная степень кандидата в исторических наук. В понедельник, 24 января, в одной из российских клиник президенту Абхазии Аслану Бжани успешно провели операцию на почке. Как сообщает пресс-служба президента, Аслан Георгиевич чувствует себя хорошо. В Министерстве здравоохранения состоялось первое в 2022 году заседание оперативного штаба по защите населения от коронавируса. На нем была обсуждена эпидситуация в стране. По итогам министра здравоохранения Эдуард Будба и члены оперштаба провели брифинг. Репортаж Алики Трапш. Все ковид-стационары республики работают в штатном режиме. Они обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. В Гудаутском ковидном госпитале лечение проходит 82 человека. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента. В Тухарчалской ЦРБ 10, в ЦРБ Ачимчиры 12, в Гагарской ЦРБ 19. Итого на 25 января 157 пациентов проходит стационарное лечение. При этом, как отметил министр здравоохранения Эдуард Будба, роста поступлений тяжелых больных нет. Действительно, штамм есть, присутствует в республике как и дельта, так и омикрон. Мы уже об этом говорили. Этот штамм, как мы знаем, во всем мире он более имеет легкое течение. Вот, как мы видим на данный момент, именно на сегодняшний день, таких тяжелых поступлений в наши лечебные учреждения и роста тяжелых поступлений такого стремительного в наши лечебные учреждения не зафиксировано. По сводке вот было 15 поступлений, вчера 14, до этого было 18, 20 поступлений. Были дни, когда у нас было по 25, по 30 поступлений в наши ковидные лечебные учреждения тяжелых больных. На сегодняшний день цифра совершенно другая. И мы, как понимаем, и вирус совершенно другой штамм к нам пришел. Поэтому и схема лечения, и тактика у нас сегодня, я думаю, акцент будет переноситься более на амбулаторное звено, на поликлиническое звено. Вот, учитывая ту степень, как себя ведет вирус. На заседании оперативного штаба также говорилось о необходимости ограничения посещения гражданами лечебных учреждений, так как новый штамм коронавируса омикрон очень контагиозный. Но при этом, как отмечают специалисты, штамм характеризуется более мягким течением болезни. Также оперштабом было принято решение продлить время работы пунктов забора биоматериалов. Если ранее СЭС могло провести 300-500 исследований в день, то теперь эта цифра достигает 1500. Если часть пунктов, в которых осуществляли забор биологического материала, работали до 11, некоторые пункты до часу, то сегодня было принято решение, что в основных заборных пунктах будет осуществлено взятие биологического материала до 5 часов. Что касается основных ЛПУ, ковид-госпиталей, то, значит, в принципе, там осуществление биологического материала может производиться и круглые сутки. В основном до 5, но если какой-то будет экстренный пациент или будет какая-то внештатная ситуация, всегда будет возможность здесь и сейчас, как говорится, экстемпора это сделать. Участники брифинга сообщили, что менее приспособленные пункты вакцинации будут временно закрыты. Точная дата их закрытия пока не определена. Это зависит от эпидситуации. Все остальные пункты вакцинации будут снабжены экспресс-диагностикой, чтобы перед прививкой проверять граждан на наличие COVID-19. Почему мы это делаем? Сразу хочу сказать, что мы просто перераспределяем потоки, чтобы как бы не скапливались люди в определенном помещении. Да? Мы пункты вакцинации с отдельным входом, чтобы люди, которые целенаправленно пришли на вакцинацию или на ревакцинацию, уже не сталкивались с теми людьми, которые, допустим, в лечебное учреждение приходят, имея там, допустим, повышенную температуру и так далее. Мы с отдельного входа вот эти вот моменты мы тоже учли, учитывая контагиозность и учитывая распространение вируса, как это все во всем мире происходит, с какой скоростью он распространяется.
Поэтому мы сегодня на оперативном штабе такие вопросы проговорили, даны мною поручения, а сегодня они все будут выполнены. Говоря о новом штамме коронавируса омикрон, специалист отмечает, что он распространяется в несколько раз быстрее и поэтому возрастает необходимость соблюдения ограничительных мер. При этом специалисты призывают не паниковать. Болезнь хоть и быстро передается, но проходит без осложнений. Алиса Мату отметила, что скоро выявлять омикрон смогут и в государственной лаборатории. По поводу омикрона рассчитываем на то, что в ближайшее время сможем его определять в нашей государственной лаборатории. Дело в том, что этот штамм относительно недавно стал циркулировать, как вам известно, и тест-систему под него в Российской Федерации была зарегистрирована совсем недавно, в январе этого года. Поэтому мы не имели возможности еще ее получить и работать на определении этого штамма. Те данные, на которые мы опирались, давая официальную информацию о том, что омикрон уже в Абхазии, это были данные частной лаборатории, которая вывозит биологический материал за пределы Абхазии. Любой житель нашей страны при первых симптомах коронавирусной инфекции может позвонить на горячую линию по номеру 0303. Дежурный оператор сориентирует, куда обратиться за помощью. Специалисты напоминают, что помимо коронавируса существуют и сезонные вирусы гриппа. Первичные симптомы дельта-вируса, как и омикрона, идентичны с симптомами сезонного гриппа. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом. Но это абсолютно не дает повод для паники, потому что первые несколько дней в любом случае вам дадут повод и время для того, чтобы обратиться к специалисту. То есть категорически нельзя заниматься самолечением дома. Можно набрать 0303 и, соответственно, оператор сориентирует, куда вам обратиться. Участковые врачи работают в полном объеме, поэтому они берут уже вас на учет, и у них достаточно опыта и времени после повышения температуры, если такое будет, для того, чтобы разобраться, какой это штамм и что делать дальше. На заседании оперштаба также обсуждался вопрос снабжения ковидных стационаров кислородом. В настоящее время все хранилища заполнены. В Гудаутском ковид-госпитале 16 тонн кислорода. В СФТИ около 1000 баллонов с кислородом. Кроме того, кислород по графику доставляется из России. Медики вновь и вновь призывают жителей республики ограничиться от посещения массовых мероприятий, соблюдать масочный режим и делать вакцину, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией. Алика Трапш, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. На основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции от 24 января президент Аслан Джания подписал новое распоряжение о мерах по защите здоровья населения Абхазии от COVID-19. Распоряжением главы государства запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях. Функционирование учреждений культуры и объектов спорта должно осуществляться в строгом соответствии с утвержденными Минздравом санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Кроме того, установлены общеобязательные правила по использованию средств защиты и профилактической работе, по дезинфекции в сфере оказания услуг, по перевозке пассажиров общественным транспортом, в сфере торговой деятельности, в сфере оказания услуг населению. Министерству здравоохранения предписано разработать и утвердить до 1 февраля государственные санитарно-гигиенические нормы и правила при проведении выборов депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте информагентства «Апснапресс». В Гагарском районе до 1 февраля приостановлена деятельность школьных и дошкольных учреждений. Соответствующее распоряжение подписал глава районной администрации Юрий Хагуш. СЭС города Гагра предписывается усилить контроль за соблюдением мер по защите населения от коронавирусной инфекции в объектах общественного питания и объектах торговли. Президент Аслан Джания выразил соболезнования семье Фатимы Хишба в связи с ее кончиной. Фатима Филипповна была примером человека с несгибаемой волей. Ее трудовой путь от следователя до одной из руководящих должностей Верховного суда Абхазской АССР свидетельствует о высочайшем профессионализме, принципиальности и честности. Пользуясь неоспоримым авторитетом в юридическом сообществе, Фатима Хишба внесла большой вклад в развитие государства и права, отмечается в частности в соболезновании главы государства. Соболезнования родным и близким Фатимы Хишба также выразило судейское сообщество Абхазии. 25 января Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты.
Адзанба Шамиль Омарович по избирательному округу номер 4. Джопуа Рамаз Гивиевич по избирательному округу номер 1. Мархоля Рустам Гариевич по избирательному округу номер 20. Гизердава Саид Игоревич по избирательному округу номер 9. Черкезия Ромео Роинович по избирательному округу номер 34. Какалия Эшсол Иванович по избирательному округу номер 32. Тарба Иван Дорофеевич по избирательному округу номер 15. Галустян Левон Миружанович по избирательному округу номер 23. Арзанбал Масхан Зурабович по избирательному округу номер 22. Гарзолия Дамир Иванович по избирательному округу номер 33. Губаз Леон Ривазович по избирательному округу номер 8. Смыр Нонна Владимировна по избирательному округу номер 20. Басария Аслан Георгиевич по избирательному округу номер 30. Гуния Илья Чичикович по избирательному округу номер 26. Хутаба Дауд Витальевич по избирательному округу номер 10. Амичба Дмитрий Капитонович по избирательному округу номер 6. Дгебия Саид Тарьелович по избирательному округу номер 3. Ашу Балаша Нукзарович по избирательному округу номер 5. Кроме того, зарегистрирована политическая партия «Апсна». Политическая партия Амцахара выдвигает в кандидаты депутатов Народного собрания 9 человек. Их имена были названы на общем собрании партии, которое состоялось 25 января. От Гудаузского отделения партии выдвинута Алиса Гулария, от города Сухума Стамур Гирхелия, от Сухумского районного отделения Артур Ичмелян, от Корчалского Беслан Эмурхба, от Учимчирского Гиви Хурхмал, Тенгизка Кубава, Алмаз Акаба, от Галского Беслан Аршба. Кроме того, от партии Амцахара кандидатов в депутаты выдвинут Беслан Торчуа. Всего на данный момент зарегистрировано 59 инициативных групп и 5 партий. Центральная избирательная комиссия начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта. Выборы в Народное собрание Абхазии пройдут 12 марта. 25 января. Общественные деятели Баталкубахи и Надежда Венедиктова против переноса выборов депутатов Народного собрания Абхазии. Об этом они рассказали в интервью нашей программе. Напомним, что парламентский комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны, а также некоторые оппозиционные партии считают, что выборы необходимо перенести. На мой взгляд, это вообще недопустимо. Перенос полномочий парламента, увеличение его срока у нас было только один раз в нашей практике независимого государства, когда из-за войны, из-за боевых действий первый парламент Республики Абхазия там на 1,5 или 2 года увеличили. Вот мне нужны точно такие же обоснования особой, чрезвычайной ситуации в Абхазии. Если эпидемиологическая ситуация в Абхазии действительно чрезвычайна, то я не слышал голоса и депутатов, и не слышал голоса и очень многих активистов о том, что что-то надо предпринимать. Делали корпоративы, а корпоративы – это чиновники, понимаете, в том числе и парламент. Делали корпоративные Новые годы, делали свадьбы, делали митинги, делали демонстрации, делали какие-то праздники. И был только закрыт Абхазский театр и Госмузей фактически. Но, с другой стороны, для меня, я считаю, это цинично, когда сегодня главная эпидемиологическая служба Абхазии заявляет о том, что они снимает ограничения локдауна, как будто бы ситуация лучше. Наступает омикрон, новый вид, к которому мы тоже не готовы. Я бы, например, я против того, чтобы вот в этом локдауне был зафиксирован, что дома культуры надо открыть. Ясно, что дома культуры сейчас нужны для проведения агитационных кампаний. Я считаю, что ЦИК должен выработать какие-то определенные схемы агитационной работы кандидатов, которые бы соответствовали, вот, связаны были бы с необходимостью там, неких мер безопасности граждан. Чтобы государство выделило дополнительные средства ЦИКу, и за 2 дня до выборов члены участковых комиссий были протестированы там, ПЦР на тест, потому что недопустимо, чтобы член участковых комиссий вдруг в день выборов оказался кто-то больной или такой. Это первое. Второе. Я бы предложил как бы изменить схему агитационной кампании. Вот это хождение по квартирам, это меня всегда раздражало, честно говоря. Это недопустимо сейчас.
и продумал бы, как сделать так, чтобы ограничить людей от таких посещений. Например, абхазское телевидение, это же наше телевидение. Пусть она выделит гораздо больше времени на агитационную работу, пусть она выработает новые формы интерактивного общения кандидатов с избирателями через... Есть еще Zoom-конференции, можно и так организовать, и социальные сети. Но все-таки государственное телевидение обязано продумать и вместе с ЦИКом сделать некий другой порядок, когда избиратели гораздо больше бы могли бы сделать дебаты побольше. Такие собрания, как в домах культуры будут с избирателями сделать, чтобы ЦИК просто запретил. Если реагировать на чрезвычайную ситуацию, когда парламент выносит решение, предлагает решение в связи с чрезвычайной ситуацией, я бы просто сказал, в связи с чрезвычайной ситуацией изменить эту систему агитирования, встреч с массовых сборов, эту форму запретить. Депутаты парламента не являются вирусологами. Кто мне может сказать, что в мае месяце у нас все будет нормально? Или в июне во второй половине? Я бы, конечно, не против был бы, чтобы выборы были в более теплый период, потому что март месяц, он сам по себе ОРЗшный. В это время многие... так исторически сложилось. Это было связано с мартом, с Днем независимости Абхазии. Так исторически сложилось. Перенесение выборов, это можно было год назад об этом думать. Год назад продумать. Год назад тоже была пандемическая ситуация. Мы знали, что выборы. Но зачем в преддверии уже люди регистрируются, сейчас нас сводить в такое-то самое. Я не хотел бы, чтобы рушились наши какие-то институты, чтобы наше законодательство вторгались в такой кратчайший срок, когда у всех было на это время. Я не вижу в этом никакой необходимости. Если говорить о пандемии, то у нас режим такой строгой безопасности соблюдался только в первый период пандемии, потом началось всеобщее наплевательство. Сколько ни писали, ни говорили, сколько ни отдавалось всяких указаний сверху. Абсолютно практически ничего не соблюдается. Я недавно была на рынке, там вообще уже единицы ходят в масках. Поэтому говорить о том, что пандемия нам мешает, мне не кажется, что это серьезный довод. Что касается принятия закона о другой системе голосования, то этот довод тоже мне не кажется основательным, потому что даже если мы примем в течение года этот закон, надеяться на то, что за это время у нас сформируются полноценные партии, и изменятся сами кандидаты. Это просто смешно думать, что это так. Это многолетний процесс. Конечно, принять этот закон нужно, но надеяться, что он вдруг будет как волшебная палочка, на это никакой надежды нет. Историческая практика это очень хорошо показывает. Поэтому вполне можно проводить выборы. Никакой необходимости в их отмене я лично не вижу. 25 января состоялось открытое заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, в котором принял участие министр финансов Владимир Делба. Несмотря на то, что абхазское телевидение не было приглашено на открытое для СМИ заседание, в парламент была отправлена съемочная группа. Однако подготовить материал нам не удалось. Корреспондент новостей Гугуца Вардания и оператор Саида Бухава даже не смогли попасть внутрь зала заседаний. Им воспрепятствовала председатель комитета, депутат Натали Смыр. Гугуца Вардания расскажет, как все было. Во вторник, 25 января, в Народном собрании Республики Абхазия проходит заседание по бюджету, куда были приглашены СМИ республики. Однако журналистов абхазского телевидения сюда не пригласили. А впоследствии нам не удалось попасть на заседание. В холле нашу съемочную группу встретила депутат Натали Смыр, которая заявила о том, что абхазское телевидение на заседание не приглашали. И поэтому обсуждение проекта государственного бюджета пройдет без журналистов главного государственного канала. На отказ депутата пропустить нас мы ответили, что это противоречит закону о СМИ. Натали Смыр заявила, что если захочет, она имеет право не пускать на заседание даже некоторых депутатов Народного собрания. К сожалению, заснять эту беседу на камеру
но нам не удалось, так как оператору даже не позволили достать ее. Необходимо уточнить, что с утра мы связывались с пресс-службой парламента. Нам сообщили, что заседание пройдет без журналистов. Однако позже выяснилось, что на него были приглашены коллеги из телеканала Абаза ТВ. Чтобы прояснить, почему на такое важное заседание не были приглашены сотрудники госканала, мы связались с руководителем аппарата парламента Вадимом Бжане. Он посоветовал обратиться в пресс-службу Народного собрания. Алло? Здравствуйте, Гугут Савардания, Абхазское телевидение. Могли бы вы прокомментировать? Вот сегодня прошло комитетское заседание парламента по бюджету. Наша редакция... Алло. Алло. Алло, слышно? Я очень плохо вас слышу, моментами пропадает. Алло. Алло, давайте я еще раз перезвоню. 2 секунды. Абонент Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Мы не дозвонились и не получили комментарий. Статья 24 закона СМИ Абхазии гласит: воспрепятствование осуществляемому на законном основании распространению продукции средств массовой информации со стороны граждан, объединений граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, государственных органов не допускается. Это не первый случай, когда съемочной группе абхазского телевидения не сообщают о съемках в парламенте, а сегодня нас и вовсе не впустили в зал заседаний. Парламент состоит из 35 депутатов. Странно, что один депутат решает, кому из СМИ присутствовать на заседаниях комитета или сессиях парламента. Для нас важна реакция остальных депутатов на происходящее в связи с вышеизложенным. Гугут Савардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение. К другим новостям. В селе Приморское Гудаутского района началось строительство подстанции мощностью в 16 мегаватт. Сообщает Апснопресс со ссылкой на страницу администрации Гудаутского района в Facebook. Работу осуществляет РУП Черноморэнерго. Подстанцию планируется ввести в эксплуатацию в июне 2022 года. Также сообщается, что за счет средств республиканского бюджета построена новая насосная станция, которая обеспечивает водой часть села Приморское. Молодым историкам Илоне Агарба и Джамбулу Инжге присвоена научная степень кандидата в исторических наук. В Абхазском государственном университете состоялась защита их диссертаций. Репортаж Шазины Ханагуа. Тему диссертации «Общественно-политическая деятельность абхазской интеллигенции в 1917-1921 годах» Илона Агарба выбрала не случайно. Данный отрезок времени насыщен событиями, которые отразились на всей истории Абхазии и не перестают вызывать споры в научных кругах. Ведущую роль в рассматриваемое время сыграли представители абхазской интеллигенции, оказавшиеся на передовой бурных политических событий и принявшие на себя ответственность за судьбу абхазского народа. Абхазия, как и Кавказ в целом, и сегодня является нестабильным в политическом отношении региона. Статус частично признанного государства усугубляет эту нестабильность и возлагает на современную абхазскую интеллигенцию не меньше груз ответственности, чем на ее представителей в начале 20 века. В этой связи переосмысление мотивов, двигавших деятельность абхазской интеллигенции в переломное время 1917-1921 годов, особенно актуально для выработки стратегии построения и укрепления современного абхазского государства и его стабильного положения на международной арене. Работа является фактически первым комплексным научным анализом общественно-политической деятельности абхазской интеллигенции в 1917-1921 годах. В ней сделана попытка проанализировать влияние политических взглядов и, соответственно, партийной принадлежности, социального происхождения, места жительства на принимаемые абхазской интеллигенцией решения в этот сложный период. В диссертации использованы документы и материалы, ранее не представленные в абхазской историографии. Официальный оппонент Илоны Агарба Станислав Лакуба отметил, что работа представляет собой детальное исследование одного из сложнейших исторических периодов. Соискатель добросовестно и подробно изучила практически весь пласт известных документальных материалов, тщательно проанализировала бурные события 17-21 годов,
пытаясь реконструировать противоречивую общественно-политическую обстановку и роль абхазской интеллигенции. Тема работы еще одного соискателя ученой степени кандидата исторических наук Джамбула Инджге посвящена вопросам истории Софии, истории Абхазии конца 19-го, первой половины 20 веков. По мнению автора диссертации, в это время в жизнедеятельности и культуре абхазов произошла серьезная трансформация, изменившая жизнеобеспечивающую систему. Сегодня жизнь абхазов продолжает меняться. Новые символы, мышление, формы, традиции. Происходит европеизация абхазской среды обитания, противоречащая духу этноса. В этой связи становится актуальным изучение истории абхазского народа в переходный период. На современном этапе исторический процесс привел человечество к глобализации, в результате которого стираются традиционные границы народов и наций, мир утрачивает оригинальную этническую палитру. В этих условиях особенно трудно приходится малочисленным народам. Глобализация несет в себе угрозу как физическому существованию, так и культурной их идентификации. От этих процессов не защищен и абхазский этнос. В новых условиях еще более актуализируются вопросы сохранения родного языка, матрицы этнической и культурной единицы, духовности, этнического самосознания и вопросы демографического развития. Оппонентом Джамбула Инджге выступил доктор исторических наук, профессор из КФУ Игорь Крючков. Мне очень приятно было читать эту диссертацию, ее оппонировать. Вольно или невольно, осознанно или неосознанно, наш уважаемый диссертант идет в тренде российской и зарубежной историографии. Такие проблемы, как нация строительства в Центрально-Восточной Европе, Восточной Европе, такие проблемы, как проблема национальной идентичности, роли интеллигенции в этом процессе, такие проблемы, как особенности имперской модернизации, социалистической модернизации, множество идентичности, те проблемы, которые поднимает наш уважаемый диссертант, они свидетельствуют о зрелости его работы. Илона Агарбай и Джамбул Инджге успешно защитили работы на соискание ученой степени. Единогласным решением диссертационного совета им присвоена научная степень кандидатов исторических наук. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 26 января в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами снег с дождем. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 0,5, днем 2,7 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.